последние сутки выявлено 19 новых случаев коронавирусной инфекции в регионе. Подвижки льда начались ниже по течению реки, ледоход на Лене, уровни воды. Последние герои. Победителем шоу на ТВ-3 стала Надежда Ангарская. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За последние сутки выявлено 19 новых случаев коронавирусной инфекции в регионе. Из них 17 в Якутске, 1 в Ленске, 1 в Мегино-Кангаласском районе. В Якутии официально подтверждено 282 случая коронавируса, 37 пациентов выздоровели. На сегодняшний день всего у нас зафиксировано 282 случая коронавирусной инфекции в Якутии, то есть за последние сутки плюс 19. Из них 17 – это город Якутск, 1 Ленский, 1 Мегино-Кангаласский улус. Причем и в Ленске, и в Мегино-Кангаласском это связано с вахтовыми рабочими, которые были заранее выявлены, скажем так, и мы надеемся, что дальнейшего распространения все-таки этой болезни именно от этих людей не получит по этим улусам. Что касается города Якутска, то, к сожалению, мы видим дальнейшее расширение количества заболевших именно от Якутской республиканской офтальмологической больницы. Всего из этого очага у нас свыше 50 человек уже на сегодняшний день. При этом работа продолжается по дальнейшему выявлению пациентов в больнице, контактировавших с ними, работников, опять же, контактировавших с ними. И количество это может быть еще и больше в конечном итоге. В Ленске подготовлена новейшая лаборатория на средства Стройтрансгаза. Как отметил Айсен Николаев, это позволит на месте верифицировать результаты анализов вахтовых рабочих. К сожалению, очень много разных выдвигается и озвучивается цифр, и многие тысячи, практически, что все там больные. На самом деле это далеко не так. На сегодняшний день официально подтвержденных случаев лабораториями Роспотребнадзора у нас всего лишь 39. Из них 23 это те, кто находится на лечении в больницах Якутии и Малоненецкого автономного округа. И 16 они, которые в легкой форме переносят ее на территорию непосредственно уже самих вахтовых поселков, в обсерваторах и в изоляторах, которые там сделаны. Также у нас 50 больных сейчас на прошлой неделе было вывезено в Омск. Анализы там взяты, но результаты еще нам пока не сообщили. Сейчас для более полной такой точной верификации количества больных силами «Газпрома» и его подрядчиков, которые там составляют подавляющее большинство, проводится вторичное тестирование, забор анализов, которые должны дать четкий результат уже по количеству заболевших на территории именно Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Сейчас проводится работа по началу вывоза здоровых с Чаяндинского месторождения вахтовых рабочих, у которых срок уже закончился. Опять же, после проведения всех необходимых процедур, я думаю, что сегодня уже первые сотни рабочих с Чаяндинского месторождения будут вывезены уже в другие регионы Российской Федерации, откуда они приехали на работу к подрядчикам «Газпрома». В целом ситуация по Чаянде находится на контроле руководства правительства Российской Федерации, у руководства оперативного штаба, у Татьяны Алексеевны Голиковой, у Юрия Петровича Трутнева. Мы постоянно с ними в контакте, работаем также и с «Газпромом», и с его подрядчиками. Уверен, что, еще раз говорю, ситуация эта никоим образом не повлияет на ухудшение эпидемиологической ситуации ни в республике, ни в целом в стране. Также стало известно, что Якутия вышла на рекордные уровни по тестированию на коронавирус. Мы вышли на рекордные уровни по количеству тестирования. В сутки проводится уже более 2500 тестирований. Это позволит нам, еще раз говорю, более эффективно и быстрее определять лиц с положительным результатом анализов.
Новый обсерватор откроют в столице республики в понедельник в общежитии Арктического государственного агротехнологического университета. Обсерватор развернут за счет средств городского бюджета. Из резервного фонда Якутска на обустройство и содержание обсерватора выделено 7,5 миллионов рублей, говорится в сообщении. Обсерватор станет 6-м по счету в Якутске. Его максимальная вместимость 120 человек. Обслуживать объект будут 25 человек. 80 человек, контактировавших с заболевшими COVID-19, изолировали в Вилюйском улусе. На территории Вилюйского улуса ранее были зафиксированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Первый выявили в селе Кюндя, семейный очаг, второй в поселке Хампа. Был установлен круг контактных лиц, все они изолированы в домах и обсерватор, передает ЕСИА. В обсерваторе Вилюйска находится 34 контактных лица, на самоизоляции в Хампе 46. У всех взяты анализы 1 мая и направлены в Якутск на лабораторное исследование. Из больницы Алдана выпишут 2 выздоровевших от коронавирусной инфекции. Также сняты с наблюдения 320 человек, которые находились в режиме самоизоляции. Об этом сообщил глава Алданского района Северин Поздняков во время прямого эфира в Инстаграм. На сегодняшний день на самоизоляции находится 46 человек в Алдане, в медколледже 20, в техникуме 31, в Нижнем Куранахе 6. 33 проходят лечение, плюс у одного ожидается подтверждение анализа, сообщил Северин Поздняков. Продолжается обработка многоквартирных домов. Первую крупную партию гуманитарной помощи доставили в Нерюнгри по поручению заместителя председателя правительства в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Наша съемочная группа отправилась в Нерюнгринскую центральную районную больницу. Гуманитарная помощь представлена в рамках программы помощи Дальнему Востоку, которая реализуется Фондом развития Дальнего Востока и Арктики. Правительством принят ряд решений по помощи регионам. 32,4 миллиарда рублей выделено на оснащение и дооборудование почечного фонда. На Дальний Восток из них пойдет 2,3 миллиарда. Мы до вас доведем распределение, но, может быть, сами уже в курсе, но несколько слов скажу. В Бурятии 266 миллионов, в Якутии 388. В только что выгруженных коробках 1440 защитных костюмов инфекциониста и 75 тысяч одноразовых масок. Реализация данной программы позволит обеспечить медицинских работников защитной амуницией, в результате чего мы достигнем максимальной защиты медицинских работников и обезопасим их здоровье, а также здоровье их близких и родственников. И от лица всего медицинского сообщества, от лица медицинских работников, которые сейчас стоят на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, хотим выразить слова благодарности Юрию Петровичу Трутневу. На республику в целом фондом предусмотрено 8 тысяч одноразовых костюмов инфекциониста, 16 тысяч многоразовых очков, 12 тысяч одноразовых перчаток и еще порядка 30 тысяч респираторов. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В МЧС советуют промывать нос, горло и глаза после возвращения с улицы. Кроме того, дома нужно регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку. После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза, говорится в рекомендациях. Также специалисты рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду, а использованные средства индивидуальной защиты утилизировать. Эколог предупредил об опасности медицинских масок больных коронавирусом. Выброшенная в обычный мусорный пакет отработанная маска становится рассадником инфекции, предупреждает исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Маски, резиновые перчатки, ушные палочки и даже фольга от таблеток и остальные средства личной гигиены заболевшего человека должны складываться в отдельный пакет, который у него нужно отдельно забирать.
Распад инфекции в домашних условиях происходит за 7 дней, а на улице это происходит за 24 часа, отметил в беседе с радио «Спутник» эколог. Для медотходов класса Б необходимо срочно создавать еще одну цепочку вывоза. Надо ставить в городах еще один контейнер и собирать туда маски и перчатки отдельно. Потом собранное надо не захоранивать на мусорных полигонах, а уничтожать, уверен исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль». Ледоход на Лени у города Ленска начался на 12 суток раньше средних многолетних сроков. Подвижки льда начались ниже по течению реки. Возле Ленска уровень воды 996 сантиметров, при критическом 1410. Наблюдается густой ледоход. Нижняя кромка ледохода в районе села Батамай, уровень воды ниже нуля, наблюдение густой ледоход. Верхняя кромка находится в районе села Хамра Ленского района, уровень воды ниже нуля, редкий ледоход. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» о планах главы государства на День Победы. Песков заявил о максимально высоком уровне охраны здоровья Путина. Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам, заявил Песков. Глава Якутии призвал жителей республики принять участие в общероссийской акции «Бессмертный полк», которая пройдет в онлайн-формате. Акция начнется 9 мая в 11 часов по местному времени. Ее будут транслировать телеканал НВК «Саха» и портал «Бессмертного полка России». Сейчас создается единая база данных, в которой сформируется видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны и их родственников с символикой акции. Якутяне могут заполнить соответствующую форму на сайте Бессмертного полка России, а также через мини-сервисы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Многие россияне вынужденно перестроили привычный ритм жизни. Люди изолировались от общества целыми семьями, включая детей, а также старшее поколение. Для многих жизнь в замкнутом пространстве может стать настоящим стрессом. Как достойно справиться с ним, разбиралась Полина Долинская. Когда мы остались на карантине, то попали в некую клетку. Раньше мы могли ходить на работу, встречаться с друзьями, а когда нам запретили, это создало напряжение. Люди сначала испытали стресс, а потом просто по-разному стали адаптироваться к ситуации. И это абсолютно нормальная реакция на новые условия. Обязательно просыпайтесь и ложитесь в определенное время. Контролируйте приемы пищи. И даже просмотр фильмов, чтение книг, не говоря уже о дистанционной работе, обязательно должно быть занесено в ваш режим дня. Включите физические нагрузки в свое расписание ежедневные, потому что отсутствие активной деятельности, вот этой двигательной, она тоже очень сильно влияет на уровень стресса и на психологическое здоровье. Время самоизоляции дает встряску и понимание того, куда мы бежали, не задумываясь. Но каждая проблема создает новые возможности. По-новому взглянуть на партнера, на свою роль родителя, на свои коммуникации с близкими. Старайтесь действительно налаживать этот диалог, старайтесь потратить сейчас это время не впустую, убивая время, глядя в гаджеты. Включите совместное времяпрепровождение. Вот это должно стать таким ритуалом и семейной традицией. Все по-разному реагируют в критических ситуациях. Кто-то впадает в апатию, а кто-то заедает свой стресс. Что же нужно знать о питании в этот период? В период самоизоляции мы подвержены воздействию стрессовым факторам, и чувство страха, чувство тревоги приводит к повышению такого гормона, как кортизол или гормона стресса, что будет способствовать снижению иммунитета и повышению нашего веса. Очень важно уделять вопросам питания. Во-первых, соблюдать режим питания, есть 3 раза в день, не кусочничать, собираться за столом всей семьей.
Впрочем, карантин несет и положительные моменты. Дополнительное время, которое появилось у многих, можно занять тем, что давно отложено в долгий ящик. Стоит вспомнить о хобби, а также можно заняться собой и подготовить свою фигуру к летнему сезону. Больше активности, больше двигаться. Можно включить любимую свою музыку, потанцевать, подвигаться. Это не только придаст тонус вашим мышцам, укрепит их и поднимет еще хорошее настроение. Ну и самое главное, уменьшить подходы к холодильнику. Многие сегодня осознали ценности простых вещей, таких как поход в кафе или встреча с друзьями. Наверняка после карантина мы научимся по-другому относиться к тому, что имеем, и станем более трепетно относиться к тем, кто сейчас более уязвим. Карантин для этого – отличный повод. Полина Долинская, Якутск. Победителем шоу «Последний герой. Зрители против звезд» на ТВ-3 стала наша землячка, резидент Comedy Woman Надежда Ангарская. За победу в телешоу она получит квартиру в Москве. О том, с какими испытаниями ей пришлось столкнуться, сюжет Ульяны Шагиной. За испытаниями участников 8-го сезона шоу «Последний герой» несколько месяцев наблюдала вся страна. Победа Ангарской стала неожиданностью для многих. Многие были уверены в победе другого участника – Дмитрия Павлюка, а потом и Игоря Жука. Но якутянка показала настоящий северный характер и устояла в нелегких для участников испытаниях. Самое сложное испытание для меня – это, наверное, были голосования, в которых мы должны были выбрать кого-то, в первую очередь для себя, чтобы человек покинул проект. Для меня это больше такой эмоциональный всплеск морально-этических отношений, что ли, человеческих отношений. Надежда достойно прошла все тяжелейшие испытания и оставила позади 15 соперников. На филиппинском острове Палаван в первозданных джунглях она провела 39 дней. И каждый из них, конечно же, открыл здесь возможности, о которых раньше и не задумывался. Я поняла, что мы очень многое можем добиться в своей жизни. И, в принципе, каждый человек способен на что-то большее, чем у него есть, чего он добился. Вот. И что каждый из нас может достичь какой-то цели, если в себя поверить. Без телефона и права позвонить своим близким, сыну и матери. Но в последний момент они сами прилетели на остров, чем не только удивили Надежду, но и придали сил для дальнейших испытаний. Давайте посмотрим трогательный момент из этой серии. Эту победу я бы посвятила маме. Мама мне всегда говорила, что я самая красивая. А я ей не верила, потому что я же вижу со стороны. Как я могу быть красивой? Я заплакала, сидела, тебе не верю, нет. Она мне говорила, что я талантливая, что у тебя все получится. А еще мама мне сказала, никогда не жалей себя. Свою победу Надежда в первую очередь посвятила своей маме, ведь именно она поддерживает ее во всех ее начинаниях. Поддержала и во время участия в проекте, полностью взяв на себя воспитание внуки. Моя мама очень сильный человек, очень сильный человек. Она для меня герой. И она мне сказала, ну что ж, уж иди до конца как-то. Насколько сможешь, так и иди далеко. И вот с такими мыслями я осталась. И во многих испытаниях, в которых я понимала, что я там боюсь переступить, вдруг упаду, ой-ой-ой, я вспоминала свою маму. Резидентом Comedy Woman Ангарская стала в 2010 году. Тогда же и переехала из Нерюнгри в Москву. Сегодня она успешно записывает песни, а также выпускает одежду для женщин размера плюс сайз. Скучать ей во время карантина некогда. Основное время, конечно же, занимает воспитание сына. Периодически я занимаюсь спортом, а потом готовлю еду, кормлю, мою, готовлю, ем, готовлю. Думаю, что приготовить, опять готовлю. На самом деле в этой шутке есть доля шутки, потому что все мы на изоляции стали гораздо больше есть. И не говорите мне, что это не так, что вы не такие. Я знаю, что все едят больше. Надежда не забывает о Якутии. Время от времени приезжает на родину, привозит коллег, выступает здесь концертами, а в свободное время поет песни о Якутии, поддерживая своих земляков в столь сложное для всех время. На последнем совете, когда голосовали выбывшие из племени героев, я была в этой футболке. Поэтому Якутия, я не зря написала Якутия спасибо, потому что всегда чувствовала вашу поддержку своих земляков.
Догадывались о ее победе в шоу многие, так как Надежда последняя вернулась с Филиппин. Несмотря на то, что многие испытания давались ей с трудом, а от некоторых она и вовсе отказалась, доброта и человечность помогли ей дойти до финала и стать победителем. Ульяна Шагина, Евгения Хлопков, Якутск. Последний герой! Он перед вами! Надя Ангарская! Поздравляем! На этом у меня все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.